Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения. До Отечественной войны народы Абхазии сельское хозяйство в республике было развитым. Здесь выращивали цитрусовые овощи, виноград, чай, табак, грецкий орех, тунг и многие другие. В послевоенные годы отрасль пришла в упадок. В настоящее время пытаются восстановить отрасль. Как это получается и как абхазские ученые сотрудничают в этом вопросе с российскими коллегами, об этом будем говорить в студии с доктором сельскохозяйственных наук Лёсиком Айба. Лёсик Янкович у нас в студии. Приветствую. Спасибо, что заглянули к нам. Спасибо. Итак, такой большой вопрос. Как вообще возрождать эту отрасль, вот эту былую славу, которая была у сельского хозяйства еще в советские годы? Как вы сейчас видите это состояние? Как в этом вопросе вам помогают российские коллеги? Ну, не сказав начала, мы не сможем и сегодняшний день обсудить, и перспективы. Поэтому я чуть-чуть хочу исторические моменты затронуть. В 1894 году Александром III был издан указ о создании в Абхазии сельскохозяйственной опытной станции в Сухумске, и одним указом, одним числом и Сочинске. То есть тогда еще заметили, какая у нас уникальные природные условия, классические субтропики, то есть побережье Черноморского побережья Кавказа, допустим, как этот регион, практически таких возможностей и природа не одарила, такие места. Вот. И второе, это начало. Значит, и представьте себе, тогда еще было в указе о финансовом сопровождении. Вот, то есть значимость этого региона, значимость субтропическое сельское хозяйство. Это отрасли еще откуда идут корни. После этого в 1926 году приезжает в Абхазию Николай Иванович Вавилов. Это великий ученый, русский великий ученый. При активном поддержке Локоба Аполлона Несторовича создается в Сухуме Сухумская опытная станция субтропических культур ВИРа, то есть уже Советский Союз, Всесоюзного института растениеводства. Практически филиал создали. Вот с этого периода, после этого уже через несколько времени создается табачная опытная станция, которая подчинялась табака и махорке СССР. Создается эфиромасличная опытная станция, такого союзного назначения. Создается защита растений, один из таких тоже факторов. То есть все они, и Сухумские опытные станции, все они подчиняли, такого союзного подчинения имел. Но, как вам известно, развал СССР в 90-м году, в 92-м году у нас война, блокада. Ну и сложная послевоенная ситуация. Всё, но тем не менее контакты ведь сохранились. Тем не менее все сохранилось. Я хочу просто подойти к этому. И представьте себе, все эти учреждения находились на оккупированном территории. Это мощные при Советском Союзе, что было создано, практически они были разграблены и разрушены. И в 1994 году, когда мы все вернулись, когда Абхазия освободил, указом президента создается на базе Сухумской опытной станции ВИРа, на этом базе НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Вот отсюда у нас, представьте себе, было потеряно, по второму вопросу, разрушено было все связи. За это время, в этом году, мы отмечаем 130-летие создания опытной станции и 30 лет НИИ сельского хозяйства. То есть такой вообще юбилейный для вас особенный год. Особенный юбилейный год, да. Вот. И к чему я что хочу сказать? Значит, практически с кем мы сотрудничали, то при Советском Союзе за 30 лет мы восстановили. Вот можете сейчас сказать сегодня, что вот эти контакты все сохранили на том же уровне? На том же уровне практически сохранили. Даже не то, что сохранили, мы совместно работаем. Значит, наши боли за это время. Но когда институт создали мы в 1994 году,
до 2005 года бюджетного финансирования не имела. Наша задача стояла любой ценой то, что есть, сохранить, а потом в 2005 году нас в полном объеме на бюджет взяли, и мы фактически начали работать. Вот откуда все идет у нас. И вот сегодня... Послевоенная история, можно сказать, с 2005 года. Практически, да, с 2004 года. Как создали, вот и мы начали работать. Сегодня у нас трудится более 140 человек. Из них 60% это научные сотрудники, ведущие специалисты. Если в процентном соотношении сказать, 80-85% это молодежь. Приятно слышать и удивительно, что вот наукой занимаются... Молодежь. И что хочу, более 20 человек прошли аспирантуру в российские вот эти наши институты. И это ВИР, Российский институт растениеводства, всероссийский. Это Сочинский центр субтропических культур. Это Краснодарский центр виноградарства и виноделия. Это Тимирязевская академия. У нас соглашение. Наши аспиранты бесплатно учатся. Наши аспиранты заканчивают, защищают кандидатские. Уже более 14 человек у нас кандидаты наук, начиная там заместители директора, все заведующие отделения. То есть в полном объеме можно сказать, что мы науку восстановили и начинаем работать. Какие у нас главные задачи сегодня стоят? Это приятно очень слышать. Вот задачи обязательно поговорим, но вы говорите, что вот контакты налажены, мы делаем совместную работу. Что именно? Давайте об этом поговорим. Я вам скажу, вот, допустим, в основном, что нам для республики что необходимо? И получили какие-то новые сорта, но наш регион, мы не всегда имеем возможность закупать достижения, допустим, в Калифорнии новые сорта цитрусовых или в Италии. Но у них были связи, они получали этот материал и передавали для нашего региона в нашем институте. И чтобы мы... То есть это вировская система. Идет такая интродукция растений. Это главное направление. Вы так сейчас меня спросили, что нового делается даже. Вот возьмите голубику, да? Вот сейчас очень популярно. Но у нас есть одна тенденция, если на рынке это стоит дорого, мы все кидаемся туда. Производственники, частники, кому. Это не запрещающие, говорят, это нормальное явление. Но видят определенную выгоду. Я понимаю, но без фундаментального изучения этой культуры нельзя в производство. Частник может, но в крупное производство мы должны понимать, откуда эта культура произошла, насколько идентичен наш регион, субтропический, тот регион, где... То есть это настолько углублено, а это только могут ученые, молодые специалисты. Новые препараты для защиты растений, новые вредители появились. Помните? Это разные направления, борьба с вредителями. 12 отделов у нас, 12 направлений. Эти направления — единая тематика для республики. Совместные публикации. Мы совместно публикуемся. Значит, президент нашей академии, я вот хочу тоже вот сейчас сказать, что вот-вот он уезжает, значит, в Российскую академию. Мы сейчас заключаем тройственный такой масштабный договор, то есть уже углубляем дальше. Абхазская академия наук, Большая Российская академия наук и Курчатовский институт. Вот такой тройственный будет соглашено. Я являюсь иностранным членом Российской академии, и наш президент Джоба является иностранным членом Российской академии. Это тоже говорит о том, что отношение к абхазской науке. Так случайно там тоже никто не бывает. Ну, а что это даст, это соглашение? Вот чего вы ждете от него? От этого соглашения мы ждем... Мы будем... Наши дипломы... У нас и в Абхазии начали. Мы защищаем дипломы. То есть кандидатские. Университеты заканчиваются. Это будет признание. То есть наши высококвалифицированные специалисты могут работать и получать ту зарплату равносильно кандидат наук в России, который получает. То есть это очень значимо. Такое. И информация, информативная. Обмениваться информацией. Это сегодня один из важнейших вопросов. А где могут работать вот те молодые специалисты, кроме вашего
института, где они нужны? У нас, я вам скажу, агроинженерный факультет, мы откуда черпаем специалистов наших? Там вот практически 5-6 кандидатов сейчас молодых наших ученых, они там читают лекции. Оттуда отбирают желающих дальше учиться и способных. У нас базовая кафедра, где студенты агроинженерного факультета проходят практику, дипломные работы делают. Наши специалисты руководителями являются часто. То есть вы видите, какой взаимосвязь. Кадры решают все. Это 3 словами все сказано. Поэтому мы особый акцент делаем по этому направлению. И результаты неплохие. Давайте поговорим о вообще питомнике, которым вы занимаетесь. Вот Да. Спрос на эти саженцы, на новые виды растений. Как вот этот обмен ваш знаниями с коллегами из России, он помогает вам? Конечно. Давайте об этом подробнее поговорим. Да, вот я что хочу сказать. Я даже буквально сегодня получил письмо от министра нашего сельского хозяйства. Мы очень плотно работаем вместе. Они практически достижения, как мы можем внедрять наши достижения в производство? Это через Министерство сельского хозяйства. Поэтому у нас совместная работа. То есть мы одну задачу выполняем. Как можно максимально по сельского хозяйства работала экономика. Это главное. И поэтому, вот, допустим, сейчас я не хочу никого учить, но случайный завоз, есть факты, которые потом к нам обращаются. Почему мы научно-производственный питомник организовали? Получая посадочный материал с института, есть с кого спросить, если это не соответствует. А мы случайно ничего не выпускаем, потому что мы же не будем рубить на тот сучок, где мы сидим. Так не бывает. Поэтому вот наше взаимоотношение... То есть вы гарантируете и урожайность? Конечно, во всех отношениях. То есть еще надо смотреть, для чего, какую цель вы преследуете. Если свежую продукцию продавать на рынок, это один вопрос. Вам, может, для переработки надо, это другой вопрос. То есть мы фундаментально подходим к этому. У нас есть очень хорошая лаборатория агрохимия. То есть не изучив почву, я хочу посадить, результата не будет. Мы должны понимать, что за почва, его структура, что там не хватает, расположение грунтовых вод, какая культура нужно подобрать для этого. То есть вы полное вот такое научное сопровождение можете обеспечить. Лёсик Янкович, но некоторые владельцы вот таких хозяйств, они говорят, что саженцы в нужном объеме сложно приобрести, что нужно предоплату какую-то внести, что вот готово, заранее нужно как-то такой заказ оформить. Конечно. А вот так вот прийти захотел, ты не можешь купить. Это же мы это тоже время. И мы же не в гастрономии, правильно? Чтобы вырастет один саженец, 3 года нужен. 3 года. Мы должны понимать программу. То есть я за 3 года должна к вам обратиться? Нет, мы же не останавливаемся, идем. Но министерство сегодня нам дает на осень 2024 года. Но мы получили, я так хочу сказать, поздно. Но тем не менее, мы работаем, мы знаем, что востребовано в Абхазии. Может, тот объем, который нужно, может быть, мы сегодня не можем, но мы завтра это подадим. Но я должен понимать, был случай, что мы прекрасные 2 сорта хурму вырастили, 5000 корней, но любители не захотели, нам пришлось его ликвидировать. А вы помните, какую программу мы 2011-2014 год, какая программа была? Мы питомник довели до 500 000 саженцев. То есть практически потребность Абхазии закрывали, имели возможность выйти на юг России. Но пришлось заново начать. Вы рискуете, поэтому вы... Конечно. Мы расстроены были очень за то, что, вы знаете, вот так 30-40 тысяч посадочного материала выращены, и никому не понадобилось, пришлось 3-4 года корчевать, а потом возвращать этих специалистов, а потом заново начинать. Все это не так просто. Но сейчас, тем не менее, в течение 3-4 года мы опять начали. Уже движение идет.
особенно меня беспокоит, когда случайный завоз сюда посадочный материал, сорта. А кто их смотрел? Почему у нас новые болезни пошли? Вот сейчас говорят, что мандарины начали желтеть. Я не знаю, откуда они привезли посадочный материал. Ну, откуда можно? С восточной части, да? Они откуда привезли? Насколько они лояльны к нам, чтобы у нас идеально это все цвело здесь? Ну, немножко грубо, может быть, я говорю. Но давайте к жизни будем реально смотреть. Вот поэтому... Вот сейчас я знаю, Но может что... быть, цена вопроса? Нет, цена тут роль не играет. Цена вопроса... Может быть, саженцы дешевле, поэтому люди все-таки бизнес находят давайте не более... будем углубляться туда. Там много подводных камней, которые нам лучше не стоят. Вот даже я знаю несколько организаций, которые 10 гектаров, 15 гектаров новыми культурами заложили, и они столкнулись с очень серьезными проблемами. А ведь можно было этого обойти. Вот сейчас у нас 9 сортов, я так индивидуально, 9 сортов голубики. Мы первый урожай в этом году получаем. Мы эти сорта получили, нашли идентичные наши климатические условия. Но не Польши, который произведенная Вот продукция. вы сказали про рыночную голубику, которая на рынке сейчас Да. продается, что плохо без вот этого научного обоснования, когда люди кидаются там в К производство. сожалению. Но мы Почему? имеем Потому это. что вот не адаптированы эти сорта к местным условиям. Конечно. Вот они хотят, не хотят, они столкнутся с этой проблемой. Вот сейчас что хочу сказать. Вот по нашим наблюдениям из 9 сортов даже один сорт не было листопада за зиму, сейчас цветы висят. Нам такое не нужно. А какой гарантия, что в март месяце не будут холода, не подходит, нельзя эти сорта здесь внедрять. Нам нужно немножко поздний цветущий, ближе к концу марта. То есть, чтобы у вас риска не было, минимизировать надо риск. Лёсик Янкович, а вот борьба с вредителями, она уже не первый год в Абхазии ведется, то с одним вредителем, то с другим. Да. Вот российские коллеги вам помогают в этом вопросе? Очень серьезно помогают. Какую помощь Вот оказывают? сейчас я вам скажу, вот у нас в Сочи есть ведущий специалист, доктор наук по защите растения Наталья Николаевна Карпун. Вот все же нам удалось 2 студентов подобрать, они ее аспирантуру прошли, и в Тимирязевке защитили кандидатский. Это высококвалифицированные специалисты сегодня у нас. Они работают. Значит, вы знаете... Работают пока где? У нас, в институте. В институте работают. Да, ну и также консультациями занимаются. Сегодня, вот что я хочу сказать. Наша зона, минимально надо использовать ядохимикаты. Мы курортная зона. Надо переходить к органическому сельхозпродукции. Намного то есть экологически чистый продукт мы должны получить. Но тогда... как повысить урожайность в таких условиях? А вы знаете, за счет цены выигрываешь. Может, по количеству урожайности меньше, а в 2 раза дороже цена. Сейчас богатые люди есть, которые хотят только экологически чистый продукт покупать. А иногда только люди есть, допустим, мясо или куры, они только домашние хотят. Сколько хотите, даже пусть дешевле и красивее, но хотят домашние, натуральные. Тут то же самое. Почему у нас болезни начинают омолаживаться? Возьмите рак. Почему? Это все, что мы употребляем, отсюда идет все. Поэтому это национальная такая программа, которая необходимо об этом думать. У нас не только основное направление сейчас работают наши, чем они нам помогают, по биологической защите растений. То есть минимизировать ядохимикаты, находить такие растения, которые не 10 раз надо лечить, а можно 2 раза. Но такой же урожай вы пример получите. могли бы привести какого-нибудь вот такого вопроса, где вы благодаря вот этому совместному опыту все-таки... Скажу вам. Может быть, с Киви, в котором в этом вопросе вы главный специалист? Почему? Я вам скажу, вот даже сейчас вы затронули самое мое такое, значит, я кивем занимаюсь 30 лет, уже мы имеем свои абхазские сорта, можете представить, 5 сортов имеем, голоплодных. Некоторых раздражают ворсистос, да, а это как яблоки. 5 сортов.
своих с абхазским названием зафиксировано в России. Практически не поражаются. Их лечить не надо. Фейхоа не поражается. Фактически не надо лечить. Кроме у нас этой культуры нигде нет. А наш рынок – это российский рынок. Правильно? А чтобы мы могли обеспечить российский рынок, цитрусовые возьмите. Сейчас практически благодаря этим специалистам есть такие ловушки, которые максимально феромоны, максимально без защиты. Мы вышли на такой уровень, который одну защиту мероприятия провели, остальные ловушками были, значит, то есть достигнут тот результат, который мы хотели. Но это все материал мы от них получаем. Мы же не производим. Поэтому здесь тесная связь, взаимодополняемые. Наши результаты для них тоже очень интересны. Вот в чем, кстати, интерес для них? Как мне интересно? Ваши данные. Наши данные. Для наших слушателей, которые не совсем в теме, скажу, вот да, интересно наши данные и их материал, мы же совместную публикацию делаем, мы совместно поднимаем. Потом же мы то, что мы достигли, мы рекомендуем здесь, и у них же тоже субтропики. Но у них таких возможностей нету, как у нас. У нас наша коллекция сегодня более 500 сорт-образцов. То есть на каждом сорте мы можем испытывать. 50 гектаров наша научная база. Опытная станция, наша база более 50 гектаров занимает. Ну что, новые сорта получили, изучили, убрали, опять новые получили. Это наука. Лёся Янкович, а вот будущее за какими культурами? Ведь мы, если историю посмотреть, были одни, например, сейчас забыт чай, табак, им на смену пришли другие. Да. Что в будущем? Кто-то, если хочет заниматься чаем или табаком, запретом ничего не добьемся мы. Но возьмите, чай прекрасно производит и Индия, Китай. Ну да, вопрос конкуренции. Да. А в будущем вот что будет востребовано? Надо исходить из нашего климата. Мы классические субтропики. Кроме у нас, что не растет, допустим, Краснодарский край, да, возьмем. Это киви, это виноград, это фейхоа, это инжир, это цитрусовый. 100-110 тысяч тонн мы мандарин поставляли в Россию. А сегодня максимум 1 год до 50 тонн. Дошло это в 22 или 21 году, я сейчас точно не помню. Но на 50-60% сократилось. Наши плантации, закладки при Советском Союзе надо полностью обновить. Надо переходить на ранние спелые и конвейерного созревания. Не за 1 месяц на рынок выйти. У нас уже есть сорта. Мы начали размножать сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, декабрьский. То есть сезон растянуть во времени, чтобы так, чтобы обеспечить рынок. И сбор тоже не было, чтобы авралом. Чтобы человек мог... Сорт подошел, следующий подходит. То есть здесь и коммерческий, и такой без риска, и вот такое направление. Голубика сейчас очень популярна, пошла, хорошая, нормальная. Только технологию подобрать надо, правильную технологию, правильные сорта надо подобрать. Мы еще не знаем, саженцы из-за границы завозим, но с чем мы их завозим? А кто-нибудь это все проверял? Ну, фитосанитарный контроль должен работать. Дай Бог. Будем верить бумагам. Ну, когда-то в Абхазии выращивали и оливки, и авокадо. А мы занимаемся сейчас. Вот авокадо, вы сказали, мы занимаемся авокадо. Мы ищем наиболее морозостойкие сорта. Это в Мексике. Она хорошо растет. Но пока наши руки не доходят. А как достаем оттуда? Ну, как сказать... Как Ленин сказал, книга, если украдешь, говорит, это не воровство. Так же самые научные материалы. То есть вы готовы даже на такое? Да, а иногда это... Что не сделаешь ради науки? Иногда это допустимо. Да, поэтому мы и это не исключаем, а какие-то уже новые сорта завезли. Оливки мы заложили на одном опытном участке немало. Ну, дальше смотрим, дальше будем работать. Главная задача наша, чтобы достижение науки не осталось на полках, достижение науки должно быть внедрено в производство, и люди должны зарабатывать на эти хорошие деньги. Лёся Янкович, спасибо, что поделились мнением, пришли к нам в студию.
А я напомню,